Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. С нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юридических лиц и предпринимателей. Они окончательно запрещают им оставлять транспорт в нерабочее время на территории общего пользования, застроенной многоквартирными домами, а именно во дворах жилых домов. Не бросать свои грузовики и автобусы на ночь, где попало, коммерсанты должны и сейчас. Требование о стоянке такого транспорта на отдельных парковках внесено в закон еще в 2017 году, но норма эта работает далеко не везде. Штраф за размещение коммерческого транспорта вне спецстоянок пока нет, но скоро появится, обещают в Минтрансе. Параллельно с вступлением в силу требований к парковкам будет разработана и административная ответственность. Но, что интересно, остается открытым вопрос, кто и за какие средства должен организовать спецпарковки для автобусов, такси и грузовиков. Как уточняет Минтранс, обязанность органов власти регионов или местного самоуправления по организации таких парковок законодательством не предусмотрено. Поэтому все зависит от инициативы местной власти. Если она ничего не сделает, то проблема коммерческого транспорта станет головной болью исключительно водителей и собственников. Переходный период для регистрации дронов и беспилотников массой от 250 граммов до 30 килограммов закончилось в воскресенье. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, те, кто до 27 октября не успел направить заявление на постановку на учет беспилотного воздушного судна, могут направить ее в адрес Росавиации в любое время. По словам генерального директора Ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева, владелец беспилотника обязан поставить его на учет до полета. За непостановку на учет штрафа нет, но полет на неучтенном беспилотном воздушном судне будет квалифицирован как нарушение правил использования воздушного пространства. Отсюда и штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до $500 000 для юридических лиц. Банк России отозвал лицензию страховой компании «Стерх». Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства. И сейчас на прямой связи с нашей студией моя коллега Саргалана Захарова, которая находится у одного из офисов страховой компании «Стерх». Приветствую тебя, Саргалана. Ждем подробностей, что стало известно на сегодняшний момент. Здравствуй, Иван. Как мы сейчас видим, такого ажиотажа у головного офиса компании «Стерх» сейчас нет. Людей пока еще не волнует это сообщение. Как добраться до руководства нам не удалось. Как нам сообщили в охране сотрудники компании, сейчас все менеджеры находятся на совещании. И как нам удалось узнать, совещание проходит с представителями из Москвы. Именно какой компании, это Банк России или какой-то другой центр, занимающийся страховыми компаниями, нам не уточнили. Но, как они сказали, приехали 10 человек и будут обсуждать именно эту тему об отзыве лицензии у страховой компании «Стерх». А в другом офисе, как мне сообщила сейчас моя коллега, которая находится по Орджоникидзе 50, сейчас прием клиентов не ведется и людей тоже нет, а сами сотрудники не понимают и не знают, что вообще происходит. Будем надеяться, что уже в скором времени нам прольют свет на эту ситуацию. И сообщу, что сегодня после обеда первый заместитель председателя правительства Алексей Стручков проведет брифинг. И на встрече с журналистами он, будем надеяться, расскажет более подробно, что же происходит сейчас в компании и какая дальнейшая судьба ее ждет. У меня пока на этом все. Буду держать вас в курсе событий. Иван. Саргалана, огромное спасибо. Будем держаться на связи. Я напомню, на прямой связи с нашей студией была моя коллега Саргалана Захарова. О развитии ситуации мы обязательно расскажем в ближайшее время. И к другим темам. В столице Якутии накануне прошла выставка «Якутск туристический». Свои стенды показали представители туристического, ювелирного и других видов бизнеса, связанных с туризмом. Как отметили организаторы, это Общественный совет столицы по туризму. Здесь были выставлены работы лучших мастеров, ювелиров, также туристические проекты. А городские округа презентовали свои туристические маршруты и достопримечательности. Мероприятие завершилось работой дискуссионного клуба, где были обсуждены острые проблемы и перспективы развития столичного туризма.
Основная цель – это найти потенциальные новые объекты, создать новые маршруты туристические и расширить горизонты. Для администрации города это горизонты взаимодействия между бизнесменами, а для бизнесменов и турагентств это расширение туристических маршрутов, увеличение потенциала и, главное, что взаимодействие между округами и бизнесменами. Фонд защиты прав участников долевого строительства выделит 660 миллионов рублей для выплаты компенсаций гражданам в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм. По данным властей республики, в Якутии 15 проблемных домов. Подписанное соглашение позволит решить вопросы их дольщиков с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов. Глава республики добавил, что Якутия стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие 2 года, отметил глава региона. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Для финансирования достройки проблемных объектов Фонду защиты прав дольщиков по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году выделено 16 миллиардов рублей. По поручению заместителя председателя правительства России Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается. В первую очередь отрадно, что в их числе наша республика. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.